Сегодня утром в районе поселка Вознесеновка на федеральной трассе Р-216 Астрахань-Элиста-Ставрополь из-за обильного снегопада и гололеда образовался затор, растянувшийся на 2 километра. В снежном плену оказались более 150 человек. Также из-за непогоды произошло столкновение рейсового автобуса с грузовым КАМАЗом. В ДТП пострадали 15 человек, из них 1 погиб. Таковы условия учения МЧС Калмыкии. В отработке действий при непогоде также приняли участие республиканские МВД, медицина катастроф, скорая помощь, а также коммунальная техника. На месте учений была организована работа штаба пункта обогрева пищеблока. Всего было задействовано 13 единиц техники и 48 человек личного состава министерств и ведомств. И что символично, именно вот в эти числа, ровно год назад, все мы помним, да, в течение недели тут многочисленные были заторы. Целью этих учений является не только совершенствовать навыки нашего личного состава, слаженность сил и средств, но еще отработать действия органов управления, как МЧС России, в целом РСЧС, различных министерств и ведомств, как федеральных, так и республиканских, задействованных в таких мероприятиях. Также учения проводятся, чтобы в случае повторения прошлогодних небывалых осадков быть готовыми во всеоружии. Для этого отрабатываются все сценарии, вплоть до мелочей. Во время учений работала бригада медицинской и психологической помощи МЧС по Калмыкии. Также были привлечены студенты образовательных учреждений республики. Они вместе с психологами оказывали помощь условным пострадавшим. Ребята-статисты, которые были пострадавшими, играли острые стрессовые реакции, например, плач, агрессию, истерику, кто-то ступор играл, а психологи оказывали им помощь. Их задача была определить, какой именно вид острой стрессовой реакции они играют у пострадавшего, и оказать именно помощь при, например, плаче или психомоторной реакции, или агрессии. То есть наша задача была определить, что у пострадавшего, и оказать ему помощь именно при этом виде острой стрессовой реакции.